Обращающая сторона, представитель Джоркинш, у вас есть вопросы? Сторона ответчика, у вас есть вопросы? Да, есть, Ваша честь. Да. Пожалуйста, давайте. Уважаемая обращающая сторона, такой вопрос. Вы сказали, что статья 566, а именно абзац 1, противоречит Конституции, а именно вы говорите, что данная статья ограничивает право на судебную защиту, то есть на пересмотр вышестоящим судом. У меня такой вопрос. Вот по делу Тохтакуну вы могли оспорить в Бишкекском городском суде или нет? Ну, это судебная практика. Получается, даже на данном примере, который мы привели, была подана апелляционная жалоба, но несмотря на подачу этой жалобы, на следующий день, получается, гражданина арестовали. В итоге апелляционная жалоба была принята, рассмотрена, но он уже, получается, отсидел свои 5 суток ареста. И жалоба не была удовлетворена, апелляционная. С запозданием, да. У вас есть еще вопросы? Нет, Ваша честь. Второй представитель Джоркинш, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Нет вопросов. Уважаемые судьи, есть вопросы к обращающей стороне? У меня есть вопрос. Я хочу уточнить вопрос стороны ответчика просто. Вообще, сам факт пересмотра, он состоялся или нет? То есть право на обжалование решения суда вышестоящий суд, он был реализован или нет вот, в вашем случае? Он был реализован. Но, получается, реализация произошла после исполнения судебного акта первой инстанции. В смысле, после того, как полностью исполнили? Да, после того, как гражданин вышел на свободу. Был пересмотрен, да? Был пересмотрен. Но, тем не менее, был пересмотрен. Пересмотр был. По вашей жалобе, да? Я правильно понимаю? По жалобе гражданина. Да. Ясно, хорошо. Ладно.